Испытание для глаз. Такое вообще не принято показывать по телевизору. Потому что это и испытание для психики тоже, и зритель может и не стерпеть. Казалось бы, что тут особенного в этих картинках? Ничего страшного или омерзительного мы не видим, но все-таки это невыносимо. На первых порах. А потом привыкаешь. Визуальный шум или визуальный мусор – так это называется по науке. Наши города и поселения напоминают порой новогоднюю елку, которую наряжали дети. Как будто функция любого здания – это доска объявлений, которые не знают о существовании друг друга. Полная потеря вкуса – это первый симптом болезни наших городов, бросающийся в глаза. Приезжему, конечно. Потому что местные жители, как правило, не видят в этом ничего особенно ненормального, не подозревая даже, какое разрушающее воздействие весь этот хлам оказывает на их психику. Но ведь это было всегда. Ну что такого страшного вот в этой улице? 9 небольших магазинчиков в ряд на одной из центральных улиц Нурлата. Обычные вагончики, обшитые для приличия профнастилом. И на этом все разговоры об архитектуре и эстетике и заканчиваются. Вывески. Вывески как вывески. Тривиальная провинциальная эклектика, если говорить не напрямик. Еще полгода назад все эти торговые точки идеально гармонировали с окружающим лунным пейзажем, что мы видим на старых фото. Но потеря вкуса в Нурлате не повсеместна, и улица в этом году уже выглядит совершенно иначе. Хаос и стихийные парковки сменили прогулочные зоны для пешеходов. Прямо перед торговцами выросла небольшая зона отдыха с малыми архитектурными формами, которая уже изрядно подпирает торговые точки. Администрация города просит торговцев немного подвинуться для начала, а затем и подумать над соответствием своих точек новому облику улицы. И вот тут-то и начинаются трудности перевода. От частной земли где-то отходим мы где-то на 3 метра, и оно вот здесь проходит красная линия. То есть здесь должен быть конец вот этой уличной сети, да? Конец вот этих хаотичных застроек, да. Настолько же вы хотите подвинуть эти постройки? Да, мы настолько мы хотим, чтобы они все это убрали за красную линию, но при этом мы не хотим, чтобы оставалась вот такая хаотичная застройка. Мы хотим, чтобы это была цивилизованные павильоны заводского изготовления. А не так, что поставили какой-то строительный вагон, его обшили профнастилом, снизу белым, сверху коричневым, и он превращается волшебным образом в торговый павильон. Нет, мы этого не хотим. У владельца этой земли и арендодателя, известного нурлатского предпринимателя Романа Чехмахчева, мнение другое. Он считает, что его арендаторы не должны совершать вообще никаких движений. То есть вы говорите о том, что вы имеете здесь полное право находиться, да, и не должны двигаться туда? Нет, куда двигаться? Это уже наша территория. Они уже вот за это место, значит, еще воюют, чтобы вот они якобы, вот эта земля, значит, эти лестницы, они перешли якобы муниципальную землю. Да, якобы они мешают, они портят вид. А эти взяли, облицовали, истратились, вот все современное сделали. Они некоторые были такие, значит, ну, неприглядные как бы. Ребята, значит, выложились каждый день, терроризм, чуть ли не террор, значит, каждый день провоцируют. То одно предписание убери, то другое. Приходит городской совет, свое предписание, архитектор, свое предписание. Так не бывает же, это люди же работают, люди не воруют же. Позиция арендаторов магазинчиков та же. Очевидно, что любая реновация стоит денег, но у всех кредиты, и отсюда стойкое желание все оставить как есть. Им легко сказать, уберите и снесите, но столько мы вложили, это невозможно сейчас вернуть обратно, вы понимаете? Мы еще даже как бы их не отработали. Но я понимаю, что это красиво, но не, как бы сказать, неудобно немножко. Кому-то, наверное, приглянулась земля, скажем так, в центре города. Вот я так думаю. Дело, как мы видим, усугубляет упорное нежелание предпринимателей верить в тот факт, что нурлатскими властями движет исключительно тяга к прекрасному. Синдром жертвы, он достаточно заразен. К тому же все это можно всегда объявить делом вкуса.
я так считаю, что эта земля администрации нужна. Здесь не, причем эстетика. Какую эстетику для города Нурлат надо лучше этого? Скажи, пожалуйста. Нурлат же это же не Лас-Вегас, не Майами. Нурлат это Нурлат. Мы просто хотим объяснить нашим предпринимателям, что вот это все уже как бы в прошлом, что они должны смотреть вперед. Интересно, что вот эта битва за красоту происходит почему-то последний год только в вашем городе. И совсем недавно то же самое примерно происходило здесь же, в Нурлате, на улице Карла Маркса. Помните? Да, действительно, именно в Нурлате прошлым летом мы были свидетелями похожих трудностей перевода одной из местных улиц из прошлого в будущее. Улицу Карла Маркса тогда решено было сделать более дружелюбной к пешеходам, кое-где даже за счет парковочных мест. Этот факт тогда возмутил других местных предпринимателей, посчитавших создание нового общественного пространства города в первую очередь актом очередного геноцида в отношении местного мелкого и среднего бизнеса. Но нет парковочных мест, нет покупателей. А вот как. Да. Понятно, что доходность наших предприятий рухнет, и многие даже предприниматели разорятся. Менталитет города, да, никуда от этого не денешься. Год спустя. Все предприниматели на месте, никто не разорен, не уничтожен, а улица Карла Маркса стала единственной улицей в городе, улицей в ее привычном архитектурном понимании, пространством для всех, для машин, пешеходов и даже велосипедистов. Вот давайте покажем вот этот дом, и мы можем вспомнить, как эти дома, их здесь несколько, как они выглядели вот год назад. И вот то, что мы видим сейчас, ну вот это просто европейский такой домик, интересный, красивый. И мне еще нравится вот этот один предмет. Это что-то совсем уже какой-то новый образ жизни. То есть человек передвигается на таком транспортном средстве по городу Нурлат. Нам самим тоже это очень приятно. Действительно, пару лет тому назад это даже представить себе нельзя было. На улице Карла Маркса, как мы и предрекали год назад, теперь бытие определяет сознание. Нет никакого сельского или провинциального врожденного менталитета. Есть лишь условия, в которых живут люди. Условия, которые, увы, накладывают свой отпечаток и на сложные чувства вкуса, и на нелюбовь ко всяким переменам. Не столько мы формируем город, сколько город формирует нас. И город Нурлат уже формирует новое поколение активных горожан. Такое транспортное средство удивительно. Где взяли-то? Мне дети подарили в прошлом году. Вот. Все-таки не было год назад. Мы были правы с вами. Да. И вы вот по этой велодорожке теперь, да? Да, только правила не нарушаем. Ну, многие же ездят уже. У вас больше стало таких, как вы, да? Да. Много? Очень много. А как вам улица вот эта? Прекрасно. Дорогу новой жизни. Спасибо. До свидания. Так что, это или вот это? Гармония или мусор? У нас нет сомнений, что в конфликтной ситуации между нурлатскими властями и бизнесом нет виноватых. Есть трудности перевода. Мы говорим пока на разных языках, но, к счастью, очень быстро учимся. И прогресс, конечно, дотянется и до этой Нурлатской улицы, и в итоге до каждого жителя, который увидит, что нынешний порядок воображаем, а чувство вкуса может и вернуться. Но лишь к тем, конечно, кто стремится его вернуть. Прекрасное не может быть напрасно. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней.